Визит главы Чеченской Республики в страны арабского мира и открытие газопровода в Высокогорном и Тумкалинском районе в рубрике «Экспресс-инфо» с Разитой Шабазовой. Посещение священных для мусульман мест в Мекке и Медине как духовное начало всей деятельности Рамзана Кадырова, направленное на процветание Чеченской Республики в рубрике «Тема» с Валидом Генаевым. Информация о Чеченской Республике во всемирной паутине интернет, обзор и анализ наиболее интересных событий в рубрике «Ченет» с Муслимом Гелагаевым. Разные времена и разные эпохи в исследованной истории чеченцев, даты, события, имена в этот календарный день, но много лет назад в рубрике «Хронограф» вместе с Амиром Алхановым. Первый в новейшей истории Чеченской Республики заслуженный мастер спорта России и заслуженный тренер страны Хамзат Джабраилов. В рубрике «Жизнь замечательных людей» рассказывает Зулай Байдаева. На этой неделе в Чеченской Республике и за ее пределами произошло много различных событий. Но одним из наиболее значимых можно бесспорно назвать визит главы Чеченской Республики в страны арабского мира. Находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, Рамзан Кадыров встретился с вице-президентом страны, главой Эмирата Дубая Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом, где стороны обсудили состояние и перспективы отношений. Также на этой неделе в Высокогорном и Тумкалинском районе состоялось открытие газопровода. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и один из старейшин селения Тумкали зажгли первый огненный факел. И, наконец, старейший в России нефтяной институт в Грозном преобразован в университет. Более подробно об этом и многом другом далее Разита Шабазова в рубрике «Экспресс-инфо». Российская лошадь Сатина Фернандо заняла призовое место на завершившейся на прошлой неделе в Дубае престижных скачек. Сатина Фернандо пришла шестой в борьбе за Кубок мира Дубай-2011. Это исключительно хороший результат, если учитывать, что российские скакуны только начинают осваивать скачки в Дубае, который по всеобщему признанию считается самыми престижными в мире, заявил на ипподроме Рамзан Кадыров. Впервые в истории конного спорта России в Дубай привезли 3 лошади из России. Чеченский лидер отметил, что за лошадь болели более 1000 россиян, приехавшие в Дубай из Москвы, Петербурга, Ростова и Северного Кавказа. «Я благодарен за такую поддержку. Уверен, что эту поддержку почувствовала и Сатина Фернандо», говорит Рамзан Кадыров. Первое и второе место заняли лошади из Японии. Здесь собрались более 70 000 человек. Это главы государств, руководители крупнейших фирм мира, известные деятели культуры и искусства. «Нам необходимо стремиться к тому, чтобы подобные спортивные праздники проводились и в России», подчеркнул Рамзан Кадыров. Стало известно, что лошадь Свитдаки официально приглашена на скачки в США. Призовой фонд забега составлял $10 миллионов. Находясь в стране, Рамзан Кадыров встретился с вице-президентом страны, главой Эмирата Дубай Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом, где стороны обсудили состояние и перспективы отношений. Руководство Эмирата внимательно следит за процессами, происходящими в республике, за ее духовным возрождением и экономическими преобразованиями. Рамзан Кадыров выразил пожелание, чтобы контакты между странами наполнились экономическим содержанием. Речь шла о предстоящем строительстве Чеченской Республики жилого городка, спорткомплекса и 5-звездочной гостиницы. Данный проект предложила одна из фирм Объединенных Арабских Эмиратов. Его реализация должна начаться в самое ближайшее время. В результате было решено в ближайшее время создать комиссию, которая непосредственно займется разработкой планов сотрудничества в различных областях, в том числе в культуре, в спорте, в образовании и в других сферах. Завершая встречу, Рамзан Кадыров поблагодарил вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бин Рашида Аль Мактума за оказанную ему честь и высокий уровень приема чеченской делегации. В последний же день пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах Рамзан Кадыров встретился с министром информации и пропаганды Эмирата шейхом Кашером бин Саидом Аль Мактумом. Обсудив вопросы установления культурных и гуманитарных связей между Чеченской Республикой и Эмиратом Дубай, министр сообщил о принятом решении снять серию телевизионных передач о Чеченской Республике. В ближайшее время для этой цели в Грозный прибудут представители СМИ. Готовые фильмы в перспективе будут транслировать каналы ближневосточных стран.
На улицах Грозного в ближайшее время появятся новые такси. Министерство транспорта и связи Чеченской Республики уже закупило 1500 немецких автомобилей для осуществления пассажирских перевозок в столице. Об этом сообщил руководитель министерства Рамзан Черхигов. Министр лично проверил качество новых автомобилей. Проехав по улицам столицы, Рамзан Черхигов удостоверился в правильности сделанного выбора. Первая партия автомобилей уже прибыла в республику. Министр вручил ключи водителям новых такси и пожелал им безопасных дорог и довольных пассажиров. Появление платежных терминалов вдоль дорог и магистралей Чеченской Республики создаст условия для повышения собираемости налогов и иных платежей, а также упростит гражданам процесс их уплаты. Так считают в Управлении службы судебных приставов по Чеченской Республике. Самое главное, установка таких терминалов значительно сэкономит время граждан, которым не придется стоять в очередях в банках. Проще будет получить необходимую информацию, поскольку все происходит на месте. К тому же аналогичный московский опыт показал неплохие результаты. По некоторым данным, за 5 месяцев использования 82 терминалов оплаты только в центральном округе столицы на месте было оплачено около 8 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Стационарные терминалы будут установлены не только вдоль трасс, но и в управлении ГИБДД, в пунктах регистрационно-экзаменационных подразделений, в аэропорту и на вокзалах. В общем, везде, где это необходимо. В ходе заседания Кабинета министров было рассмотрено 28 проектов постановлений, и 24 из них утверждено. Один из одобренных документов касается республиканской целевой программы обеспечения жильем молодых семей на 2011-2015 годы. Его представил министр жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Зайналбек Закраилов. Общий объем финансирования программы составит более 3 миллиардов рублей. Успешная реализация проекта позволит обеспечить жильем 2665 молодых семей. Министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов представил на рассмотрение постановление о республиканской целевой программе «Информационное сообщество Чеченской Республики» на 2011-2020 годы. Она необходима для достижения стратегических целей информационного развития Чеченской Республики и внедрения высоких технологий в системах государственного и муниципального управления. Стало известно, что в первом полугодии 2011 года будет проведен тендер на финансирование мероприятий по формированию электронного правительства и развитию информационного сообщества. Здесь же в ходе заседания были утверждены проекты постановлений о государственном регулировании торговой деятельности на территории Чеченской Республики, Департаменте лесного хозяйства и многие другие. В высокогорном и Тумкалинском районе состоялось открытие газопровода. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и один из старейшин села Итумкали первыми зажгли первый огненный факел. Также в церемонии приняли участие председатель правительства Чеченской Республики Дуклаха Абдурахманов, президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков, бизнесмен Руслан Байсаров, а также сотни жителей из населенных пунктов Итумкалинского района. Напомню, что еще в декабре 2010 года во время посещения Рамзана Кадырова и Тумкалинского района местные жители рассказали о трудностях, связанных с отсутствием отопления на зимний период. Чечен-Газпром по поручению Рамзана Кадырова в сжатые сроки смог газифицировать самый южный район. Протяженность здешнего газопровода составляет более 25 километров. Рамзан Кадыров заявил, что с апреля уже начнется разводка по дворам. Глава республики выразил благодарность Абубакару Арсамакову за оказанные финансовые поддержки работ по проводке газопровода. Он также сообщил, что завершена разработка проектно-сметной документации будущего горнолыжного курорта в Итумкалинском районе. А это значит, что объект обеспечит постоянной работой около 3000 человек. 31 марта глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с членами правительства посетил место строительства комплекса высотных зданий Грозный-Сити, а также прилегающие территории береговой дамбы длиной 900 метров и моста через реку Сунжа. В готовом виде центр Грозный-Сити будет включать в себя высотные жилые и офисные дома, крупный комфортабельный отель, зеленый парк и фонтаны. По заверению строителей турецкой компании, реконструкцию моста через Сунжу планируют закончить
увеличить к маю. Здесь же на месте глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил различные варианты реконструкции строительных объектов и внес дополнительные коррективы. Официальное открытие делового центра «Грозный-Сити» планируется к 5 октября текущего года, ко дню чеченской столицы. Ежегодно в сети интернет создаются сотни различных сайтов информационного и развлекательного направления. Довольно весомую часть Рунета занимает и интернет-ресурсы Чеченской Республики. Ежегодный конкурс «Золотой сайт Ченета» призван привлечь внимание к порталам, которые рассказывают о жизни и культуре Чеченской Республики. В Грозном подвели итоги ежегодного конкурса. Портал chechenagenz.com Саркана Акель стал победителем конкурса в номинации «Лучший информационный сайт». Торжественную церемонию подведения итогов конкурса открыл министр Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсаил Саралиев. Одним из гостей церемонии был председатель чеченской диаспоры в США Руслан Юсупов. Организаторы конкурса приняли около 140 заявок не только из России, но и из дальнего зарубежья. Это и есть главная цель – развитие и популяризация информационных ресурсов и серверов. Всего в конкурсе было 8 номинаций. Гран-при же в этом году завоевал официальный сайт футбольного клуба «Терек». Подарки и призы своим победителям вручили спонсоры. На этот раз ими стали Министерство транспорта и связи Республики, уполномоченный по правам человека, Кавказский филиал «Мегафон» и чеченский предприниматель, владелец ресторана «Барака» в Грозном Аслан Галаев. Грозненский государственный нефтяной институт имени академика Миллионщикова стал университетом. Об этом на пресс-конференции в Грозном сообщил ректор вуза профессор Хасан Таймасханов. Он считает, что это новшество станет огромным стимулом для коллектива. Статус университета позволит ему расширить спектр направлений подготовки специалистов. Приказ о присвоении Грозненскому нефтяному институту статуса университета подписан 21 февраля 2011 году. За 90-летнюю историю Грозненский нефтяной институт подготовил более 50 тысяч специалистов различных отраслей народного хозяйства. Пережил драматические 90-е и начало 2000-х годов. На сегодняшний день теперь уже университет снова стоит на одном уровне с ведущими нефтяными вузами страны. Здесь функционирует 8 факультетов, нефтяной колледж и 47 кафедр. Также работает филиал университета в дагестанском городе Дербент. В университете обучается около 3 тысяч студентов на дневном отделении и более 2500 на заочном. Образовательный процесс ведут 576 преподавателей, из них 59 докторов наук. Оперативный штаб подвел промежуточные итоги строительно-восстановительных работ в Наурском районе. Заседание провел глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что побывал во многих селениях Наурского района, виденном, так как работы там идут хорошими темпами. Руководитель оперштаба, заместитель председателя правительства, министр финансов Чеченской Республики Эли Исаев доложил основным магистралям. Кроме того, проложено более 50 километров водопроводной линии. Лидером по строительно-восстановительным работам остается первый сектор, закрепленный за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Глава республики отметил, что восстановлением района дело не заканчивается. Завершением реконструкции необходимо приступить к реализации программы развития Наурского района. Уже подготовлены проекты, направленные на развитие тепличных хозяйств, птицеводства и виноградарства. Рамзан Кадыров отметил, что в любом деле важна инициатива и умение доводить до конца начатое. Главное, по его словам, чтобы любое начинание было направлено на благо народа и республики в целом. Во всемирной паутине интернет достаточно много, впрочем, как и всегда, информации о событиях в Чеченской Республике, как и вокруг нее. А именно в Грозном состоялось заседание Координационного совета по развитию электроэнергетики и штаба обеспечения безопасности электроснабжения, на котором был рассмотрен проект программы развития энергетики Чеченской Республики на период до 2030 года. А на единственном в Чеченской Республике автомобильном заводе в городе Аргуне уже в апреле планируется наладить регулярное производство, выпуская 20 автомобилей в смену.
И, наконец, на прошедшем в Владикавказе турнире, посвященном 35-летию футбольной школы «Юность» из Северной Осетии, воспитанники Чеченской академии футбола «Рамзан» заняли 3-е место. С обзором наиболее интересных из них в рубрике «Ченет» тему продолжит Муслим Белогаев. Как сообщается Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики, в текущем году в нашем регионе площади посевов различных культур планируется увеличить до 198 тысяч гектаров. Это на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Увеличение посевных площадей связано с вводом в эксплуатацию орошаемых земель. Это стало возможным в результате огромной работы по очистке ирригационных каналов, в которой участвовали помимо специалистов и сотрудники всех министерств и ведомств республики. На сегодняшний день уже засеяны озимыми культурами порядка 83 тысяч гектар, яровыми более 8,5 тысяч гектар. Приоритет, как и в прежние годы, отдается зерновым культурам, а также выращиванию подсолнуха и сахарной свеклы. Однако в связи с увеличением посевных площадей начато возделывание новых культур, которые хорошо прорастают в наших климатических условиях. Одна из них – это соя. Под нее выделено 5000 гектар земли. Также определены площади под посевы овощных культур. Основной сев планируется завершить в апреле, а в мае взяться за поздние культуры, такие как рис и кормовые. В Грозном состоялось заседание Координационного совета по развитию электроэнергетики и штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, на котором был рассмотрен проект программы развития энергетики Чеченской Республики на период до 2030 года, который представил заместитель министра промышленности и энергетики Чеченской Республики Тимурхан Гайсумов. По его словам, программа включает в себя 4 подпрограммы: электроэнергетика, гидроэнергетика, использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, использование геотермальных вод. В общем, документ был одобрен, однако, как сказал Адес Байсултанов, в него необходимо внести изменения в соответствии с ростом энергопотребления в Чеченской Республике. Доработать программу следует в ближайшее время. Также на заседании Координационного совета была рассмотрена и республиканская комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011-2013 годы на перспективу до 2020 года. В своем докладе министр ЖКХ Чеченской Республики Зайналбек Закраилов отметил, что программа носит межотраслевой характер. Ее основной целью является перевод экономики на энергосберегающий путь развития. По его словам, реализация программы позволит сократить энергоемкость валового регионального продукта на 40% по сравнению с 2007 годом. Реализация совместного проекта государственного учреждения Центра духовно-нравственного воспитания и развития и Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков начата во всех профессиональных технических училищах Чеченской Республики. Программа проекта включает в себя профилактические беседы с молодежью, направленные на духовное воспитание и формирование здоровой личности. Уже прошли первые такие беседы во многих училищах города Грозного. В ходе беседы эксперты выступали с лекциями о вреде наркомании. Богословы, в свою очередь, рассказали, что употребление наркотиков и любых других одурманивающих веществ противоречит религии, так как наносят вред здоровью человека, а в исламе преднамеренный вред своему здоровью или подвержение угрозе своей жизни является грехом. После вступительных лекций учащимся была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы, на которые они получали исчерпывающие ответы. Как отметил помощник директора Центра духовно-нравственного воспитания и развития Олег Петухов, аналогичные встречи будут проводиться во всех профессиональных училищах региона. Именно в юношеском возрасте дети наиболее подвержены негативному влиянию улицы, что недопустимо. На единственном в Чеченской Республике автомобильном заводе в городе Аргуне уже в апреле планируется наладить регулярное производство, выпуская по 20 автомобилей в смену. Уже заводится необходимое количество деталей, из-за отсутствия которых до сих пор работа на полную мощность была невозможна. В ближайшее время будет осуществляться сборка машин ВАЗ-21074, а к концу года планируется освоение и некоторых моделей марки «Лада». Есть намерение осваивать линию сборки для выпуска любых машин передней
средне-, задне- и полноприводных, и даже некоторых иномарок. Кроме того, планируется наладить сборку и малотоннажных грузовиков. Первый опытный микрогрузовик на раме автомобиля «Нива» с кабиной от «Газели» уже сошел с чеченского конвейера. Пока автомобиль существует в единственном экземпляре, и именно его собираются запускать в массовое производство. Контингент сборщиков состоит из жителей Чеченской Республики, как говорит начальник автосборочного цеха Саид Юнусов. К ним поступило около 3000 заявлений от желающих стать сборщиком автомобилей. Только вакансий было всего 70. Все принятые прошли обучение на автозаводе в городе Тольятти. В Республиканском доме печати прошла фотовыставка, приуроченная ко Дню единения народов Белоруссии и России, организованная Министерством Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации. На снимках, представленных в холле Дома печати, были запечатлены моменты посещения чеченской делегации в 2010 году города-героя Бреста. Также были представлены фотографии героев-защитников Брестской крепости. Фотовыставку посетили ветераны Великой Отечественной войны, а также сотрудники архивного управления Чеченской Республики. Чеченский самбист шейх Магомед Вакаев, выступавший в весовой категории до 90 килограммов на Суперкубке мира по самбо «Мемориал Харлампиева», прошедшего в Москве, вошел в тройку лидеров соревнований. В турнире участвовало более 300 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Америки. В течение 3 дней они демонстрировали свое техническое мастерство на татами. Проведя 4 схватки, наш земляк стал обладателем бронзовой медали. Среди его противников были самбисты из Болгарии и Грузии. Шейх Магомед Вакаев, мастер спорта международного класса по самбо, двукратный чемпион России, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер России. Он является воспитанником специализированной школы высшего спортивного мастерства имени Ахмад Хаджи Кадырова. На прошедшем во Владикавказе турнире, посвященном 35-летию футбольной школы «Юность» из Северной Осетии, воспитанники Чеченской академии футбола «Рамзан» заняли 3-е место. В турнире принимали участие 6 команд из различных регионов России. Как отметил главный тренер команды юниоров «Терек» Резван Джунидов, наши ребята завоевали бронзу в упорной борьбе. Они проиграли только одной команде – Академии футбола имени Коноплева из Самарской области, считающейся в лучшей в России. Для юных футболистов из Грозного это был первый выездной турнир. Академия футбола в Грозном была открыта в ноябре 2010 года. Ребята для учебы в ней собирались по всей республике. В тренировочном процессе они проявляют усердие. И 3-е место в первом их выездном футбольном турнире – это хороший старт, говорит тренер. Он считает, что успех воспитанников Чеченской академии футбола связан с прекрасными условиями, созданными главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым для подготовки юных спортсменов. Команда чеченских школьников вернулась с первого Северокавказского фестиваля интеллектуального творчества молодежи «Яблоня Нарта», взяв на нем гран-при. В фестивале принимали участие команды из 6 регионов Северокавказского федерального округа. Проходил он во Владикавказе в течение 3 дней при спонсорской поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и Всемирного банка. Проект стал уникальной возможностью для молодежи Северного Кавказа, объединенной общностью идей, традиций, культуры и языка, за короткий период получить с помощью интеллектуально-игровых технологий большое количество знаний о нартовском эпосе, об истории всего Кавказа и поделиться знаниями о своей малой родине. Наши ребята одержали победу в играх Brain Ring и «Своя игра». В игре «Что, где, когда» они заняли 2-е место. 5 апреля 2011 года состоится торжественная церемония вступления в должность главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. А на минувшей неделе он посетил священные для мусульман места в Мекке и Медине. В 2007 году, накануне своего первого срока в ранге руководителя региона, Рамзан Кадыров также посещал мусульманские святыни. Это стало отправной точкой его политической карьеры, символизируя духовное начало всей его деятельности, направленной на процветание нашей республики. О сегодняшнем дне и будущих свершениях Чеченской Республики размышляет Валид Генаев в рубрике «Темы». В 2007-м, еще до своего официального вступления в должность руководителя региона, Рамзан Кадыров совершает хадж к святым для мусульман местам. Это подчеркивает глубокую религиозность чеченского лидера. Тот памятный 2007 ознаменовался в общественно-политической жизни республики. Свой старт на политическом Олимпе Рамзан Кадыров начал в Мекке и Медине.
где сама судьба распорядилась вручить ему бразды нелегкой деятельности в качестве главы региона. Все равно перекрыто для нас. Ребята, перекрыто для нас, спокойно, проходите. Его визиты на Ближний Восток – это всегда политическое событие, неизменно вызывающее большой общественный резонанс. Кадыров-младший в исламском мире – фигура эпохальная. С ним связывают все, что для остального мира стало символом процветания и возрождения нашей республики и ислама в России. Так было в 2007 и также стало и на этот раз. Высшая сила незримо сподвигла молодого чеченского лидера к самым выдающимся достижениям на политической арене. И весь мир был тому восхищенным свидетелем. Все увидели и оценили его гражданский подвиг во благо мира, добра и справедливости. Рамзан Кадыров вновь совершил паломничество к святым местам Мекки и Медины, чтобы в преддверии своего нового срока в качестве главы региона окрепнуть духовно и просить Всевышнего его великой милости в том деле, какое ему предстоит осуществить во имя идеалов добра и справедливости на родной земле. И вновь вместе с ним на священной земле его верные соратники, которые вместе с Рамзаном Кадыровым совершили малый хадж Умрат. Самолет главы республики берет курс в Саудовскую Аравию. Рамзан Кадыров повторяет вслед за членом Совета Федерации России Зиядом Сапсаби слова, обращенные к Всевышнему с мольбой ниспослания чеченскому народу, его родным и близким, благодати. Обязательное чтение «Лаббайк» входит в порядок совершения хаджа и умрата. «Лаббайк» паломники прочитали сразу же после совершенного на борту лайнера намаза. Чтение «Лаббайк» является подтверждением паломников предстать перед Всевышним, очистившись духовно и телесно. Глава республики принимает от своей матери Аймани Кадыровой телефонный звонок. Мать чеченского лидера, даже несмотря на позднее время, переживает за отправившихся к святым местам паломников. حلقه داره عظیم ولجگ دار لرد رعلی دار سیو مات علی را دار سلام مات لویا دار صغير دق بعد بنا وانا ما قالوا ديت صدلا دالور داشتون از دما خش میاد مولا اه شالور دو باشي قال له بو اسبوس فيكم على داستون دالو على قصد شو قال ما سالور ده ها نسأل ده نديك ده ما ده مثل عيال بيسن ده أساسا قد دريت أنا بقول دي حاجة شيء ده سير ده سوا ده ما ده هو ما كذا عن الخوف كعبات يقبل مدنا ده دار ملاش طال ويا درس ما شو نوت ده الحمد لله كل شيء واحد يلا سير ده ده قسم عدو ده ده كبار يقبل ده В аэропорту Рамзана Кадырова и сопровождавших его лиц, как и всегда, с почетом встречали сотрудники российского консульства в Саудовской Аравии, представители местных властных структур высокого ранга. Почетный кортеж Рамзана Кадырова в сопровождении сотрудников Королевской службы безопасности направляется из аэропорта в священную Мекку. Секьюрити неизменно присутствует во время визитов главы Чеченской Республики в королевстве и сопровождает его повсюду, освобождая ему дорогу к Каабе. И здесь традиционный ритуал – семикратное обхождение священной Каабы при совершении умры.
Черный камень, находящийся в одном из углов священной Каабы, по преданиям, был спущен Всевышним на землю из рая. Потому-то и мечтают все паломники прикоснуться к нему. Рамзану Кадырову сделать это посчастливилось уже в который раз. الله اكبر باليد ما في تكبير باليد اليمين باليد اليمين ما في تكبير تكبير كذا باليمين بسم الله الله اكبر الله اكبر هذا باليد ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين صبر حق الله يهديك زي ما شفتني قبل سير شيخ سير روح هنا Другим важным моментом при совершении малого хаджа является посещение и семикратный обход гор Сафа и Марва, куда после совершения сунна-намаза и направились Рамзан Кадыров с сопровождавшими его лицами. Причем на отдельных участках обхода гор мужчинам надлежит пробегать путь. Подстригание волос – свидетельство завершения умры. После того, как волосы подстрижены, паломники снимают ихрам, 2 больших специальных куска ткани, и привычно одеваются в повседневную одежду. На следующий день, совершив в харме утренний и дневной намаз, чеченские паломники завершают последний желательный ритуал – прощальный обход Каабы. Еще один важный момент, свидетельствующий о глубокой религиозности чеченского лидера и его приверженности идеалам нравственности. Рамзан Кадыров неизменно стремится к единению самых разных представителей исламского духовенства. Так, вместе с ним в Мекку приехали из Чеченской Республики потомки курайшитов, айлияов, разных вирдов и духовенства. Всего более 30 человек. Все расходы для совершения ими хаджа взял на себя лично чеченский руководитель. И это лишь малая частичка участия Рамзана Кадырова в судьбе всех тех людей, кто встал на путь истинной веры. В центральную же мечеть Медины глава Чеченской Республики вместе с соратниками прибыли под звуки азана, возвещающего время вечернего намаза. Почет и уважение к чеченскому лидеру здесь ярко проявляется властями. Им были предоставлены отдельные места для совершения обязательного фарза в мечети пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Молитва, восхваляющая пророка, да благословит его Аллах и приветствует, звучит из уст собравшихся.
ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. يا نبي الله. Место захоронения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует его праведных халифов Абу Бакара и Умара, священно для всех мусульман. И те, кто совершают хадж и умрат, непременно посещают мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Просить милости Всевышнего, уединившись в священном месте, означает очень многое для каждого правоверного мусульманина. Wees, hier zijn rest gets de duur stoel daar daar drop door daar Koran zielig dus Allah dus to zielig elchen die en we rest gets de ja we gets die door daar hier te daar hier te komen toch nog maar maar weer zo'n toch één met de magie die nou met هذا اليوم من كان له يوم اليوم من بيشو على هذا الكلام ده ذكر ده ما ده بوفني اللي يسوق ادعوا لنا ولا تنسونا من الدعاء. Могила Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, одно из многих священных мест Медины. И здесь никто не пытается скрывать наворачивающихся на глаза слез. Как и в 2007-м, Рамзан Кадыров точно так же в глубоком волнении совершает дуа у места захоронения Хамзату. قريشيتين boş nach öyle ay vay dikçine yani fi boş nach boş bu vayti şوي مخنا فتحنا مثلا دعوه الداخل قزح مكه حقوقه اشتبتشتي ثانيتي وين مخنا مثلا دعنش دش باخ بين قزح روز تاعها اشتباخ بينا بس غلو وجدا لا فتحها ساغد القبل دول اشتو حدا الورناء خزهر اهتو برنا قسنا وصوت وي قريشيتين باش اولى تحير باش قزبال بر قزيش مدينه يلش عليه الصلاه والسلام شي شو دعوه لنوش وشمت دخر دق نعمة توت وصل وجدالة شيء ملكي فيمري أولى أرسل ديوان بتشح دال عالش ولا دالة سوى دخن دوشتو ساعة دال قبل دل أزمر دال ويل دوشتو شيء واحد دويل دال وي بتشح ماشل الويل دال دينا ظل مهل الويل إذا مصو وي مخ عميل بالبصر نعم دي عواجب بتصن دع درسي موش ماشليل وي ألر تسوي أنت عواجب دوشن دويز وندو ألشة مفتك تلو وانت أنا شا طور حلق شا بتشع دهوت زمان شعر وي يتحاج زاوية أمرتين ديل زرت بيام روستي وندو ديلي ديها شيء أتو برديوش ديلي وين مختو برديوش قاعد الأول سنديلا طبعا وين خيل دول بوا ما الدنيا نقوش له الدنيا تيتدوش طبعا شلق شا دهوت زمان شعر ديل زرت بيام روستي وينا ديلي ديها ديوش يلا هاويوش وين مخ حبيها ديوش وزن ديل تمختو بيع تمخ فرط باق أحبوهش ديلي بيالخل وشويلشو بعنشتش ديلي والشوي بتشع طبعا سوي وإلى فيامر في نابل بأولى في نابل بألا الفيامر في نخا وين بويش بو بين السيد عماد بوش أولى دا وبكسر ورسن كنتو أحمد مرتدي صوص حاج خلال دا القيد تويل سن كنت عدل حميد خلال عدل حميد كنت خواج وخواج كنتو ير سيد محمد دوكي كنت كنتو ير حمزة ديدي علاودي كنت كنتو عدل عمان كنتو ير إبراهيم
تانا ويمخ كامل بوشكولا أولاد إنا كاتنا صار حابكنس تهان لجدين أخو مدينة تدخل خزوا اسمه باخر ديوخش لهم ليلوش لهم ديل شيء ده ولا شيء نت وصار ولا ويمسكنا هو شو تيانا تهان لجدين أخو مخ كدالين خزر يخش بعض بغيت ديوخش ديل يلخ شوية نيس وديرك ديان شوينك سن بتشاوات وزيت الله شدالت هاي بيرتي تهان ولا إسبال بوش قريشنا فدبال بوش متخلى بتشا تهان الدخول دولش أدمنا تهان يقصد سير ولا هريح كان يلخن والله يبقى مدو إسين سلس تليفون دعتو غيال دي شغلر سلطان أهين تشاش تليفون شعيت شاش بتشان تيره موت يشدهم باش أتصبق خاخلة ويديغ استاين خودرك دنيا نشاتسو ويلشانين يلسيول عليه الصلاة والسلام إسو دنيا نشايرج إهجين ميتش ميتة ودعوان وچنا وياك أمبوش وين حلقة ويل طبعا ليشو ويديزو خوق استغان ليجدينا سندال شانيت سبيلش إخير داتر طبعا ليجدينا خو وين خذ مدينة باك بحكي مكة دين ديغا ديوش ويت نيس يلخ يوش دال وين إيش مواليس ويدنيا نشيوق خينا وزيت خلش دال وين إبيتا بيتيل دال هاي بيختيل مصو ويقومي دي خردخسه إلا ورد دي خوش سنة تان ليش دينا واسيهم سن سخوزيش سن أقر خزدك ويقر بركة خدوهم سن خزيتر واسيرجع وسيا دخسه طبعا قصقاتشر ديل قربان رمزاني بركتت قصداخكن طبعا هودنا نشوح هرمت شجر Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики Султан Мирзаев говорит, что еще 4 года назад здесь ничто не напоминало о том, что это могила дяди пророка Мухаммеда. Да благословит его Аллах и приветствует. دوق بيزن خلوش يلشن ديوش حمزة الأول المت شون يحتغي ثرمت كريش تاتس إيش مويوتا ويلشن دوق بيز ديوش سال يلشن لب زمين تو شيك تو يتشات ويرو الله بتشقى مت يو بتشقى رمضان بتشقى كيخ يعني هو سودس كرا بتشقى كيخ يعني رمضان أقا إيش دلة شاخت و شا توير إيش تحشين بيخت بيلش هينز عشان حاشا ورشين أحي توي تشينا يحضر الشاتوير يرى الاشترمت كيند بوشوشونه تاع يا اخي تاع ما هندي هر هندي توي ديك بولني توي ولا دور يلشن روزه تاع بوشوش ايش شو خز غيش وش مايو شو خز توير شو هندي خز توين هندي شو خزمت يدار بوش بولن بوش بول الام ايش ات اوغر او توم خل اوغر جو اصحابي تعاني مت كوزي يا حمزه تيجي مت يدعول نخلص حمزه يدعول لان نيس دي باع شو دال شو يا صدق دغدي أن سو أستير إله تدرك وحاد ويش اشتروا الله تعالى قش دغدي أن خان خلا يحمزة ديال رئيس خلصون ده الغاز وقبل دولشون يتعامل دي بعشو ده شو ده تي عيدلوش متك جنا حقك إيشيا ينيو شو شاد عمولر أتشون حقيدلوش تيدوش يحمزة كريم زين التريو حمت بهين يلعبلش مت يلعبل لنا هو boş عربوش دي تريزة Для некоторых потомков Элияев и Курайшитов нынешнее паломничество стало первым, за что все без исключения выражают глубокую благодарность Рамзану Кадырову. اشتغل رقي وقي مش كاساده لدوك تشتا دبوا بس نوص ده حوم بقول كل قصة لا نحش لي الويل لا سيد ويل لا زينا ظلم الله الويل أبو كرمستر بس ويل زينا فهمت لنا أبويش يو عدل دول أخشى مسألة ده سنة دول ده زينا ظلم حلر وش ويمخ كنا إحنا أعتقد عم يلبس ده سنة دول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Провожали главу Чеченской Республики в аэропорту Медины на самом высшем уровне. Малый хадж Умрат завершен, а на обратном пути в Грозный Рамзан Кадыров провел на борту лайнера краткую рабочую встречу с членами правительства.
man där då han gått det där då och det är löst det hade ligger då så där och han och en kidad då hade hon med där och så där och det är som det är problems det där och där är det då det var ett då lade vi vad det stod där det är problems då kanske vi känner på då kanske bara vi då på det och så det och då måste det vara då så spelar det tjejer på det då att vara då vi då när vi har så bättre på det med det då det är det då så här det är så bra det är vi då jag det tar när kan det då istället för vi så jag kan inte göra så abah det sih bukan itu oke pada pas pada awalnya sehingga tadi itu soalnya musuh awal media itu ada selesai semua awal sehingga pas pada itu ada sudah ada sebelum ada orang madu dia sih itu wakil dah belda wakilnya dan dia pun khas nampun buat dia baca tahun dia ada parklar azamel sigurno böcsen att jag bort och ner på eldsken körs där röjna har på nach nisbo بشغال وتعبوا بوش خبر دوشنا وردان انتظانا سانوين سنوين دوشنا الحاضر يشتو ويدون يردان عبيرش ودوش سيري احكر دوش يجيب تعمل بيش بوشي دوش بوشي ناوصل ديشو داونا وين يسنود ناوصل ديش دانا وين ملاش كابل بزارة ودوش دانا وين دانا دقوة ريسبوليكا sportklubb investicije na cele donjilo kvartal do investicije stona politične akcije stona ispolija ide na don leća do ide don istjavoj poh don soba kabil na kana na poh правительство главное помощь на тему действий духовенства поh где don soba kada bišpo ta nisam tu da židać Zubkov roditelj neskakao zavišenje pa se ne gledaju na potom samo tala zavišenje so veljatu šestije koje do rezultata da žideš tako so našla predla pomadu maštim klanci predla personalna koje već po Zubkov donišna da se bo ali da on već da det na och det smakar personalna عشان أسبوع حيقدلنا خمير دينا دواء عليه والبيشبه هو реально что вот этот центр да или мы идем правильно или мы идем теряем время да результат года что специалист по шляху для министра сельского хозяйства логично он что да а условия так да мы вкладываем мы развиваем да привлекаем инвестиции плюс берем кредиты да скидываем да помощь на дешевле да Полиния сельская даже да вот расчетная система да президент дал поручение да не один раз так сказать сега да молодежь да мы привлекли наши кредиты такая после строя материалов все это побалу и были обо обещали что он да кан балурбу кан то балурбаса когда сюда да да вот это как да отдельно шесть я это день дождь я это не хочу освоить И уже ночью самолет главы республики благополучно приземлился в аэропорту Грозного. Очередной ближневосточный визит Рамзана Кадырова завершен. Духовный настрой чеченского лидера накануне вступления в должность главы региона высок как никогда. Теперь же, как и 4 года назад, с именем Всевышнего на устах, он вновь возьмется за такую непростую, такую важную миссию, от исхода которой будет зависеть судьба всей республики.